Фильм посвящается 90-летию образования поселка Сангар Кабяйского улуса. Сангар – возрождение. Проплывая мимо живописных ленских берегов, на которых в изобилии цветут яркие сарданы и крупные ирисы, двигаясь мимо широких островов, которые удивляют своими сочными лугами, можно попасть на территорию многолетней мерзлоты, образовавшейся еще во время ледникового периода. Это один из прекрасных уголков Якутии, интересных, красивых и уникальных мест, природные достопримечательности которого горы и реки, озера и водопады, минеральные породы и, конечно же, люди. Кабяйский улус в целом, часть Сангар является интересным для истории, а также начинателем всех промышленного освоения региона. Муниципальное образование Кабяйский улус Республики Саха-Якутия занимает обширную территорию от Ленско-Вилюйской низменности до верховьев реки Яна, расположен в Центральной Якутии. Административный центр – поселок городского типа Сангар. Самый такой интернациональный и дружный улус. Наш поселок – это шахтерский поселок. Мне нравится здесь все. Тихо, спокойно. Люди тут хорошие, вежливые. Поселок Сангар расположен на правом берегу реки Лена. Транспортное сообщение с Якутском зимой по зимникам, осенью и весной самолетами и вертолетами, летом речными пассажирскими и грузовыми судами. В этом году Сангаром исполняется 90 лет. А история Сангар – это прежде всего история шахты Сангарская, которая на протяжении 70 лет верой и правдой служила нашей республике, всей стране, выдавая на гора тонны угля. Величественная сопка Батылы таит в своих недрах источник света и тепла – каменный уголь. Как говорят предания, местные охотники находили блестящие черные камни, которые могли гореть. Становление поселка Сангар напрямую связано с этими удивительными горящими камнями. В его окрестностях геологами было выявлено около 30 угольных пластов. Сангары. Богатое месторождение высококалорийного каменного угля. На несколько километров протянулись к реке ленты транспортеров. Все дальше на север плывут караваны груженных судов. Добыча угля была впервые в Якутии, поэтому шахта Сангарская является первенцем угольной промышленности. Сангарский уголь использовался в основном для нужд республики, прежде всего для ее речного флота, а также для каботажных перевозок и тогда еще единичных морских рейсов на восточном участке Северного морского пути. Первые горняки были с Иркутской области, а также прибыли с Мегино-Кангаласского улуса, Вилюйского улуса. Все увеличивавшиеся в условиях военного времени объемы производства, призванные обеспечить интенсивные перевозки северным морским путем вооружений и продовольствия в рамках советско-американских соглашений по ленд-лизу, требовали постоянного расширения числа рабочих на Сангарском руднике. Во время войны нас репрессировали в сторону севера, как врагов народа. Рудник пополнился спецпереселенцами из центральных областей России. По документам в Сангар прибыли более 200 семей. Здесь мы укоренились, тяжелая была жизнь, очень голодали даже. Родители мои работали, отец на шахте работал, а мать в продснабе. Шахта Сангарская за годы своего существования поставила республике около 13 миллионов тонн высококачественного угля. Она стала основой зарождения такого гиганта, как Якут-уголь. Работа была даже, можно сказать, тяжелая, конечно. Сначала тяжело привыкал, потел, пыхтел, но ребята были около меня, учили меня. И тем не менее я вошел в ритм работы.
Здесь маленько меня присыпало, а там начальник стоит, горный, и там говорит, ты еще немножко подожми, как швырнули меня туда, породу, в вагонетке. И потом они стоят и смотрят, а я вылазю. А вот ты живой? Я ёлки-палки. Ну, когда приехал я, курс молодого бойца прошли, 5 дней, как положено. Курс молодого бойца прошел и Александр Андреевич, когда сам оказался в гуще событий. Тогда в забое воспламенилась и взорвалась угольная пыль. Трагедии избежать не удалось. 8 человек погибло. Когда я спускался в шахту, для меня было это даже как-то неловко. Но потом привык. Не надо бояться. Бояться не надо. Если будешь бояться, ты вообще никуда не пойдешь. В шахте всяко бывает. Ох, выйду я в Россию высокую-то, до ночи простаю. Как увижу свою черноокую, все товары разложу. Такие смелые, веселые и неунывающие шахтеры работали в былые годы в поселке Сангар. Все они достойно несут звание шахтера. Ими гордятся все односельчане. Особенную гордость испытывают сангарчане еще к 2 шахтерам – Петру Кочневу и Леонтию Горбунову, в честь которых названы улицы административного центра Кобяйского улуса. Со всех уголков нашей необъятной страны в Сангар съезжались молодые, энергичные люди. Из-за многообразия культур и национальностей жизнь в Сангарах в те годы сияла всеми цветами радугой. Здесь все наши фронтовики, и все они были шахтерами. Эту плеяду открывает Зейберлин Александр Павлович. Весь Кобяйский улус работал на фронт. Допустим, если Сангар добывал для Северно-Морской пути уголь, сельские жители занимались рыбалкой, рыбой. В 1936 году из мелких артелей был образован первый в республике рыбозавод. За все эти годы Кобяйским рыбозаводом сдано республике более 30 тысяч тонн ценной рыбы. На сегодня ведущей отраслью Кобяйского улуса является сельское хозяйство, скотоводство, свиноводство, коневодство, оленеводство, птицеводство, клеточное звероводство, растениеводство открытого и закрытого грунта, добыча пушнины и рыболовство. Живем на реке Лени, поэтому без рыбалки никак. Это мой смысл жизни в поселке в этом. Наверное, единственное удовольствие, другого не надо. Потому что чувство, когда ты рыбу вываживаешь на спиннинг, это чувство просто непередаваемое. Это азарт, адреналин, это радость. Ну и, конечно, пойманный трофей. Кобяйский улус является первенцем не только угольной и рыбной промышленности, но и газодобывающей. В 1956 году впервые в истории республики на территории Кобяйского улуса, недалеко от поселка Сангар, вспыхнул фонтан природного газа. Газовики улуса за все годы поставили республике около 15 миллиардов кубометров газа. С 1967 года Кобяйский газ снабжал столицу республики город Якутск голубым пламенем. Это был большой прогресс для республики, потому что это основная энергия. В 90-х годах, как известно, у нас по всей стране трудности появились в связи с потерей прежней власти. По многим причинам шахту Сангарская ликвидировали в 1998 году. Мы чувствовали себя как в переднем фронте. Как бы это пафосно ни звучало, это было престижно, это была элита рабочих профессий, шахтеры.
Этим еще не кончились наши трудности. Наш поселок дали статус ликвидируемого. Люди стали выезжать, и сейчас вот по состоянию на 1 января 2018 года численность поселка Сангар сейчас составляет 4125 человек. 1/3 остался, да, от блога поселка. В 2013 году сняли статус ликвидации. Это было большим облегчением. Сангар останется как районный центр. В поселке Сангар функционирует практически по всем отраслям народного хозяйства, да есть организации предприятия. Самый крупный из них является ГУП ЖКХ, филиал. Мы обслуживаем правую сторону, Себян, Сиген, Батамай и поселок Сангар. Поселок сейчас начал развиваться, уже нет такого упадка в поселке, начали строительство домов, благоустройство улиц. Сейчас происходит приложение полотна дорожного асфальтового покрытия протяженности 3 километра по улице Алексеева и Ленина. Ребята со всех концов России и, можно сказать, бывшего Советского Союза. Общими усилиями, можно сказать, делаем благое дело для нашего родного Сангара. Работаем по качеству, по совести. Людей делаем добро. Сейчас в данный момент у нас происходит завоз угля в поселок. Мы принимаем 19 тысяч тонн уголь Джабарики-Хая. По наклонному конвейеру поступает сюда, в бункера. Здесь распределяется на каждый котел. Пришел углеподатчик, посмотрел, опустил нож, уголь набрал полный котел, закрыл, конвейер выключил, все, пошел дальше. В работе 5 котлов у нас, как бы 4 всегда в работе, морозы 1 в резерве. Сангарская нефтебаза образована была в 1968 году. На данный момент по штатному расписанию Сангарскую нефтебазу обслуживает 45 человек. В нее включены инженерная служба, 2 АЗС, 2 КЗС. Одна находится в селе Сангар, другая находится в селе Аргас. В работе у нас находится два генератора, 9 и 3. На данный момент нагрузка 1050. В системе электроснабжения нарушений нет. Все работает в штатном режиме. В зимнее время вырабатывает электроэнергию 80 тысяч киловатт в сутки. Часовая нагрузка 3 мегаватта 700 примерно киловатт. Есть вспомогательный цех, имеем бензовозы, возим себе топливо в навигацию во время автозимника по направлениям Батамай, Сиген, Себян. Потом ездим по заречным районам. И в прошлом году мы начали реконструкцию нашего дома культуры «Шахтер». У нас, конечно, есть потенциал, есть возможности, да, чтобы проводить здесь и на уровне российского уровня такие масштабные большие мероприятия, да. У нас есть свои формирования, очень много общественных организаций. Здесь работает кинотеатр, показываем такие фильмы, которые уже показывают первым экраном в республиканских кинотеатрах, да, и всероссийских. Перед вами бассейн Атлантида. Это единственный, наверное, бассейн, построен на таком крайнем севере. Именно с такими параметрами 25×14, да? Потому что аналогичные бассейны, они имеют наименьший размер. Постоянно она ведется фильтрация воды, то есть она соответствует всем стандартам. Летом каждый год открывается наш лагерь. 3 раза у нас в неделю бассейн. И помимо бассейна у нас культурные мероприятия, это в библиотеку ходим, беседы проводят. И еще мы играем в стадионах, у нас 2 стадиона есть в поселке Сангар. Практически в каждом селе настроится. Вот последние даже, скажем, 5 лет, да,
построили 4 школы, 4 каменных школ, 12 социальных объектов, значит. В селах построили спортивно-культурные комплексы, 3 каменных детских садов в селах. Так что мы идем в шаг вместе с развитием республики, как мы знаем, да. И, конечно, большое внимание мы уделяем в последнее время в районном центре. Впервые Центр социальной помощи семье и детям был открыт в 1997 году. Мы рады, что мы можем помочь этим детям. Мы рады, что мы можем помочь и родителям, которые также нуждаются в нашей помощи. Ну, основная идея нашей газеты – это осветить все стороны жизни Улуса. Мы в основном пишем в нашей газете, стараемся писать в газете проблемы Улуса, работы администрации Улуса. Основана наша районная газета в 1944 году. В следующем году будет 75 лет газеты, юбилей газеты. В этом году начата добыча угля открытым способом Мироновского разреза. Вот. В этом году пока в плане 20 тысяч тонн, из них должно 10 тысяч тонн должно поступить в котельные поселка Сангар, 10 тысяч тонн. Жиганск и Алюкминский район должны идти. Я верю, что придет то время, когда мы вновь увидим у наших берегов вереницу судов для загрузки нашего черного золота. И мы гордимся тем, что мы республике очень помогли по развитию экономики, культуры, как промышленный район, вот это, своим газом, своим углем. Вот сейчас и своими карасями, караси, и до сих пор они славятся. Улус имеет свою богатую историю, уникальную природу и славных тружеников. 90-летний юбилей поселка Сангар, общий праздник для всех, кто жил и работал там, посвятил молодые годы становлению села. И как бы ни складывались судьбы людей, всех их объединяет любовь к родному краю и его традициям. Жители по праву могут гордиться историей поселка, его современными достижениями и верой в его большое будущее. Процветание, радости. Чтобы развивался, процветал, чтобы народ был доволен. А чтобы всегда было тепло. Всем успехов в работе, главное здоровья. Любить друг друга, беречь друг друга, ясного неба мирного. Счастья, здоровья, главное дело. Чтобы было всегда тепло в наших сердцах и в домах, конечно, да. Сангар. Возрождение.